Вопрос границ между Кыргызстаном и Таджикистаном – это всегда был клубок проблем, который долгие годы казалось невозможно решить. Сложность в самой природе спора. Границы, нарисованные в 20-х годах прошлого века в Кремле, не учитывали ни этнические особенности, ни доступ к воде, ни к пастбищам, ключевым ресурсам региона. Власть была узурпирована со стороны большевиков, да и режим, который установился, и, естественно, та социальная инженерия, которая была. То есть мы были объектом всего этого процесса, и на тот момент вообще, я думаю, вопрос не стоял, что думаем мы. Да? Особенно если копаться сейчас, очень много спорных вопросов относительно того, почему, как происходит, проложена граница. Давайте исходить из того, что все-таки любой имперский подход к колониальным территориям всегда состоял в том, что империи искусственно определяли границы. Именно для того, чтобы контролировать. Это, кстати, было характерно для Британской империи. Это было характерно для многих европейских стран, которые имели колонии в Африке, в Азии. То есть просто-напросто по карте чертили, исходя из своих собственных соображений, исходя из того, что это позволит действительно в рамках ручного управления и контролируемой напряженности использовать вот эти все пограничные вопросы в качестве инструмента давления, в том числе на колонии. И после развала Советского Союза мы очень хорошо видели, к чему это привело. Это есть советское наследие, сложные границы, которые были расчерчены в свое время, без ведома, согласия и участия. То есть мы не были субъектом этого процесса. Сейчас страны постепенно, хотя, к сожалению, через определенные конфликты, да, которые использовались также для внутриполитических целей, мы видим то, что эта страница постепенно уходит. Хотелось бы надеяться, что действительно после того, как вопрос с границами будет решен, особенно с водными ресурсами, где это остро стоит между Кыргызстаном и Таджикистаном, то страны смогут, скажем так, перейти к новой фазе, да, взаимодействия и укрепления этого взаимодействия. В итоге сотни километров спорных участков, где каждый клочок земли – это чья-то жизнь. Надо добавить сюда переплетение интересов. Густонаселенные территории, где таджикские и кыргызские граждане живут вперемешку. И дома еще расположены в шахматном порядке. Биздин жерлерде граница деген жок. Көчөлөрүбүз, үйлөрүбүз шахматный поледа. 10 үй кыргыз, 10 үй тажик, анан ортодо дагы кандайдыр бир чекте тажиктер, кыргыздар ошондой жашайбыз. Биз жашаган жер айылдын эң четиде. Айылдын башы бизден башталат. Мына шу жер граница, тажик келет, бүт. Мына менин үйүм бул. Бул дубалдардын. Мына үйүңүз могул, оңдойн десең оңдогонго. Вообще мүмкүн эмес. Ичинде коронун ичинде бирдемке салсаңар ким көрмөгүл эле дейм да, ошон. Жок, койбойт. Мына азыр бул мазар. Мына бул жер азыр мазар да. Мазар. Ошо жердин дубалы оңнап калган. Өткөндө шагылдап кеп төгүп ташады. Дубалды песке блок менен көтөрөйүк десе келип токтотуп койду. Азыр керек эмес, эми эки жак граница чечилсе анан мейли дейли. Граница бөлүнмөйүнчө эч кандай жум. Эми буга чейин 30 жылдан бери чечилбегенден азыр кантип чечилет? Ошо да. Ошону айтсак да неме кылбайт да. Качан бөлүнөт, анан убада берип атышабы? Убада берип атат. Эми кече жакында бир жерден уксам айтты. Граница деди 2019 жылга чечилет экен. Угучу биз отурабызбы? Кебетебизди көрдүңбү мына? Жашоо ушундай. Мына жаңы туалетти март айынан баштаганбыз. Тереңдиги 4 метр кылып, эми зыян тийбесин эмес чыкпасын деп эми баштадык. Баштаганда эки мамлекеттин, Кыргызстан менен Тажикстандын представительдери келип, мүмкүн эмес строительство деп эми буздуруп чыгат. Эми мага бул эң бир керектүү нерсе да. Сыртка чыга албасам, бирөөдүн коргонуна бара албасам, бузуп ташады. Анан кече жакында бир жума болду. Күйөөм айтты, эми сен бияка киргенге болбойт деп атасың. Камаса мени камасынчы, баштайынчы деп эми дагы кайра баштады. Эми биягы дагы арты эмне болот билбейм. Туалет үчүн камап коюш мүмкүн турбайбы, өзүңүздүн короңузда салган? Прокуратурадан чечим бар деп атат. Өкмөттөн звонок болду, токтоткула, граница чечилет деп. Март айында айткан уже. Мына март өттү, апрель, май, июнь, июль, мына август келди. Эми мага основной эле коро жайым майыл өлбөм кетсин. Туалет эң бир зарыл азыр ушул күнгө. Ошол убакта мына эң керектүү нерсе да туалет. Туурабы? Эми чындык сөз да булчу. Уят нерсе эч нерсе жок. Баарына керектүү нерсе, эң керектүү нерсе. Аны ошо кура албай жаткан абдан таң калышкан да. Ошол уруксат бербесе деле курам деп намыстанып айтпадыңыз беле? Анан кийин ошол курулган турбайбы туалет? Ооба, ошо курулду. Эми ошол вакытта мен келин алган аткан элем да. Анан
эми келиндер куда күтүп мейман келсе мен үйүмдө эми эң бир зарыл нерсе жок болсо уяттын уят эле болмокмун да. Эми ошондо не болсо ошо болсун, өзүм айткандай байым айткандай камаса камасынчы. Биз туалетибизди кура албасак не кылып жүрөбүз, анан курдук, Кудайга шүгүр. Мына мындан бияка тынчылык болуп ошол кече 20-22 жыл уруштарда короо жайыбызда бир да малыбыз дагы жок эле. Мал кылганга, бир иш кылганга, стройка кылганга да бизде мүмкүнчүлүк жок эле. Мүмкүнчүлүк жок дегенибиз, себеби уруш болгон убакта ушу мал жанылдыгыбызды баары ташап каччубуз да. Эми Кудайга шүгүр, мына ошо 30 жылдык, 30 жыл эмес 100 жылдык эме элдин мүддөсү ишке ашырып, границалар чечилип, мына бүгүнкү күндө элдер көп жакшылыктарды күтүп, жакшы максат тилектер менен жашап атышат да. Мына мисалы мен өзүм дагы мына балдар канча жылдан бери мына үйдү курган боюнча ошол курган боюнча эле турган эле да. Бир жерге бир мык же бир нерсе койгонго балдар дагы бүгүн кандай болот, эртең кандай болот деп ойлончук да. Азыр эми мына граница чечилгенден кийин балдар көздөрүнө күч кубат болуп, ремонт иши башталып, үйдө эми кичине биз дагы жакшы жашоо баштайлык деп ошо жакшылыкка түшүп атабыз да. Экономика все это время тоже давила. Закрытый КПП, блокада дорог, убытки от торговли. И все это под прицелом внешних сил, готовых разыграть конфликт в свою пользу. Урегулировать такой вопрос значит пройти по лезвию ножа между историей, политикой и выживанием людей. Это не просто линии на карте, это судьбы, которые годами висели на волоске. Поезд сүдіргенде болып қаштық та бардығыз. Кімде техникасы бар, кімде жоқ. Айла жоқ, мажбүр қаштық. Аяқта мүлік қалды ма? Мүлік қалғанда, малы, халыбыз, үй, жайымыз барды қалған. Саармен турганбыз бардыгыбыз, балдарды мектепке жөнөттүк, жолдон кайтардык. Ошол менен үй ич кийим эле кайтып чыгып келергенбиз да. Мектепке кетип калган бири-бирибизди таппай, жалаңпут октор үстүбүздөн жаап жатат. Жалаңпут бири-бирибизди таап зорго качтык. Эч ким албайт. Көчөгө чыксак, биздин машинабыз жок, күйөө Москвада. Бир деме кыл, бир декеге, бир жүгүлүгө 13 киши отуруп качтык. Корктум, ыйладым, жыгылдым, качтым. Зорго качтым, суудан өтө албадым, жыгылдым, качып кеттим. Шуну менен келин неберелеримди жийдим, 3 келин неберелерим жийип, Бешкент айылга качып келдик. Ошол эми башка эчтеке жок. Ошо чегерабызды жакшылап чечип бергиле, уруштун кереги жок. Неберелерим мен тынч отурайын. Менин атым Замирбек болом. Ушул интернационал айылынын жашоочусу болом. Биз ушул битовый магазинде иштеп аткан болчубуз, инелерим менен чогум. Мына акыбалын көрүп атасыңар азыр. Ошо бит алып кеткен битоварды эчтекесин калтырды. По подсчетам Замирбека, ущерб составил 7 миллионов сомов. Недалеко есть и другие магазины, которые не только разграбили, но и сожгли. 14 сентября 2022 года пограничная застава в селе Интернационал подверглась обстрелу не только стрелковым оружием, как это бывало раньше. В этот раз использовались минометы и системы залпового огня. Эртең бул жака базарга келе жатканда звонок болуп калды дагы, ошону мен базарга келген жок. Андан бир күн алдын келип, ошо өзүмдүн немемди азыр мен чыгарып жатамын эсептеп. Канча болду ошондо сиздин? Менин лавкамдын ущерби 100.600 сом. Азыр эсебим чыгарган 100.600 сомдук товарым күйүп кетти да. Мындайча айтканда бир 80.000 сомдук 90.000 сомдук товарым күйүп кеткен, калганы уурдап кеткен да. Мародер бар, да? Мародерлер уурдап кеткен. Содага жакшы да турат. Содага жакшы болду. Тынч болду. Элибиз курсаган. Президентибизге да рахмат айтабыз. Элге эң керектүү нерсе ошол да турат. Ошол керек да. Башка тынчылык керек да. Тынчылык, денсаулык керек, башкасы бизге керек эмес. Силерде эсиңерде бар да. Эсиңерде бар да, буга чейин тажиктер келип турчу турат, сода болчу. Биз керек. Элге да жакшы болчу турат, тажиктерге да Кыргызстанга да. Биз алакабыз зор эди. Илгер коңушчулук өтө бек тойго келеди да, тойго барат эдик, киного келеди да, киного барат эдик, жана чаркы менен. Правда. Жакшы да турат, содага жакшы чегарасы чечилген. Кандай дейсиз? Жакшы болду, жакшы. Эмнеси жакшы болду? Эки элге, Тажикка эм, Кыргызга эм жакшы болду да, чечилгени. Эки эл коркпой жашайт. Мурун эми эсиңизде бар да турабы, чегара жабылбаганга чейин. Тажиктер да келип туруп сода кылып турчу да турабы бул жерде. Аз деле ошондой жанданат деп ишенип атасызбы? Ишенебиз да, эми эки эл
Dostlaşıp biri men biri nime kılsa болот да. Эми бир гана тажиктер эмес, кыргыздар да ээн эркин бара алат да, туурабы? Ошого тажиктер. Люди сразу почувствовали облегчение. Мы как раз в Баткене были на рынках, и люди начали сразу больше зарабатывать. Да. Потому что, ну, вот свободное передвижение Мгм. людских ресурсов и капитала получается, да, Да. и товаров в том числе. И вот как это будет влиять в более широком смысле? То есть на привлечение инвестиций, на сохранение тех денег, которые вкладывают иностранные, да, даже внутренние инвесторы. Это же касается не только Ферганской долины, а в целом региона. Вот более широкий взгляд в этом смысле расскажите, пожалуйста. Таджикистан в этом контексте это такой транзитная страна, да. Несмотря на то, что есть тарифы ЕАЭС, все равно для них лучше быть транзитом, нежели вообще закрыть эту границу. Потому что какие-то продукты или наоборот, вот мы кушаем иранскую картошку, это же оттуда идет. С Таджикистана, точно. Да, то есть как бы они что-то производят, продают нам, и даже дешевле, чем наша местная, да. Конечно, не самый лучший, как сказать, кейс, потому что это не поддерживает нашего фермера. Но тем не менее, вот эта, как сказать, инерция от свободной торговли, она сразу дала эффект. Возможно, власти 3 стран, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, будут продумывать какие-то зоны свободной торговли, потому что это интересное местоположение. Рядом есть китайская граница, да, и вообще это хороший хаб, чтобы там производить что-то. Возможно, будут уже инвесторы приходить, и если будут проявлять интерес инвесторы, то власти тоже будут придумывать для них преференции. За 30 лет пограничный спор между Кыргызстаном и Таджикистаном превратился из тлеющей искры в полноценный пожар. В 90-е все началось с камней, в 2010-м в ход пошли ружья, а в 21-22 годах загрохотала тяжелая артиллерия. Сотни погибших, сожженные села, тысячи беженцев. Ферганская долина стала полем боя. Из локальной ссоры выросла угроза настоящей региональной войны, где каждый выстрел эхом отдавался далеко, за пределами Ферганской долины. Чыр айрыкча бизде жол маселесинен, суу маселесинен чыгып атат. 2013 жылдан бери жылда бир таш урушат элек. 2014 Галонойдо судун башында атышып кетип 6 солдат жарадар болду. 2014 жылы, 2015 жылы Мазардын жолун тосуп бууп алып, ошодун аркасынан таш уруштук. 2016 дагы эле мектеп окуучуларынын аркасынан шүнтүп эле келе жатабыз. Илгери таш урушчу элек эми атышып атпайбызбы? Таш урушкан жакшы экен. Эми атышканга өттүк. Одан 2016 автоматты заражать этип тажиктин солдаттары такап алды. Мектеп, биздин мектебибиз чек арада турат. Окуучулар менен окуучулар эки эл беттешип кеткенде биздин границага өтүп келип солдаттар. Өзүң жака өт дегенде автоматты шундай такап, жакасынан кармап турдум, окружениеге алып алды. Анан биздин күч орган келсе алып кетем деп мен кармап турдум. Мана кечегиде дагы таш тийип, путум жаракат кетип гипс кылам деп. Одан дагы стресс берип 25 күн больницада жатып кечечип келдим. Эми кыйын, иштеш жолу өзү кыйын. Только алмаштыруу жолу менен чечилет. Жер алмаштыруу жолу менен. Оны только эки президенттин ортосунда сүйлөшүү жолу менен. Эми элдер айтып атат азыр, туура эмес түшүнгөнү болуп атат, туура эмес түшүнгөнү болуп атат. Анан Бишкекте тынч уктап жатып, границанын гысыга түшүнбөйт, чек аранын чысыга түшүнбөйт. Анан эми жерде отуруп алып эле өздөрүнчө бир баланы чыгарып мындай деп жатат да. Чыныгы мага ошо октун ичинде жүрсө, ушу Кыргызстан баарыны берсе майли тынч болоюн дейт. Мисалда мен ушинтип ойлойм. Биздин өтө турган чагыбыз, өлө турган мезгилибизде, мисалы биздин жаштарыбыз бар, биздин балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Шолордун келечегиде мисалы үчүн уруш, атыш болуш керек. Атышты мисалы үчүн мен көрдүм. Октун ичинде баары чыкпай, октун ичинде, чоктун ичинде жүрдүм. Нече өлүмдөн калдым. Мисалы үчүн биздин балдар чокунду көрбөш керек. Енді қанша солдаттар өліп қалды, қанша тұрғындар өліп қалды екен.
Mana Köktaş'ın özüne nele ekөө öldü. Mana kança çegaraçılar mayıp oldu, jaraksız oldu. Hazır үйde көз karandı olup mayıp olup oturup kalgan çegaraçılarımız var. Misal için ispesnaslarımız var. Kolu üzülüp içvelaga jarabay үйde oturar. Misal mundaylar köp oldu da. Mana Yemene Galonoy'da kança bala ölüp kaldık. İçide develep жүрдüm ben. Misal için olurdu görsem bir korkusunda kıskası birinin kolumunday, birinin putumunday kayıp kara olup kalgan emi kıyın. Onu körmegender ayda. Misal çınık soğuştu körgen adam. Misal için biz dünya kerek emes boldu bizge. Yüzem kerek emes boldu. Dünyamızı taşlap, үйümüzді taşlap, жеп atkan tamağımızı taşlap elleri kaçırıp çıkardık. Baldı, orçanları süderep milisalar çıkardı. İspesyanslar beçara atıştı, çeveraçılar atıştı. Şu milisalar tölkü mayıp menen kartanı südürüyordu. Bu öte kıyın nersege. Endi bunday o ayakta жатқандарга оңой. Сүйлөшөм оңой да. Бирок шуну аткарыш, шунун ичиде жүрүш өзү кыйын. Разия эже, сиз тамаша аралаш айтып атпайсызбы? Ташкыр аткан жакшы экен, андан кийин ок атышуу жаман экен, андан кийин бул артиллерия кирди, ок өтүп кучуп баратты да. Эгерде азыр чек ара маселеси чечилбесе, эмне менен бүтөт эле бул нерсечи? Эми дагы атыша берет эле. Мисалы үчүн чек ара чечилбесе тынчылык болбойт бекер. Чек арага чеп болуп, мына биздики дегенден кийин сантиметрам өтөлбөйт да. Биздики болобу? Misal için atış toktoyt, vuruş toktoyt. Anan tınçırak жашайбыз. Самостоятельное решение вопроса по границам между Таджикистаном и Кыргызстаном без участия третьих сторон подчеркивает суверенность и зрелость обеих стран, позволяя им сосредоточиться на собственных интересах, снижая риск будущих конфликтов, а также служит примером для региона, демонстрируя, что двусторонний диалог способен эффективно решать сложные региональные проблемы, способствуя стабильности и независимости всей Центральной Азии. У нас особенно в конфликтах 21 и 22 годов до сих пор есть сомнения, что это были чисто двусторонние акторы. Есть до сих пор подозрения, что могли быть вбросы с третьих сторон. Заинтересованные стороны, которые не просто за границу, за землю дрались, а какие-то экономические, возможно, даже геополитические интересы были проиграны там. Поэтому это был всегда для нас важный, уязвимый момент для нас, для Центральной Азии имеется в виду, не только для Кыргызстана, для каждой страны любой неразрешенный вопрос, особенно когда касается межстрановых отношений, как граница, это всегда уязвимость, которую легко могут эксплуатировать. Я считаю, что здесь, как кстати, подчеркивается определенная субъектность стран Центральной Азии, потому что этот вопрос все-таки не решили сами, без посредников. И это очень хорошо. Проблема границ, она же долгоиграющая была в регионе и всегда была точкой напряжения. Практически с развала Советского Союза отсюда шло большое количество ответвлений других проблем. И поэтому понятно, что в условиях вот этой геополитической турбулентности, которая сейчас в мире происходит, то, что мы смогли все-таки решить эту проблему, понятно, что никто не даст предсказания на долгий период, насколько это будет стабильно сохранено, но все равно сам факт того, что это произошло, является все-таки позитивным моментом, потому что, еще раз повторю, в условиях вот этой геополитической дестабилизации попытка Центральной Азии показать способность, договороспособность стран региона решить эту болевую проблему, мне кажется, это очень хороший пример. Решение вопроса границ между Таджикистаном и Кыргызстаном укрепляет субъектность Центральной Азии, демонстрируя способность региона самостоятельно урегулировать свои проблемы без внешнего вмешательства, что снижает его зависимость от крупных держав, способствует региональной солидарности, позволяет Центральной Азии позиционировать себя как единый и независимый субъект, способный выстраивать отношения с миром на собственных условиях. Уже прошло почти 30 лет после развала Советского Союза. Понятно, что вот этот дискурс, который был все время связан с тем, что вот Центральная Азия — это как бы такой периферийный игрок,
То есть регион, да, который он абсолютно ни на что не способен, мне кажется, от этого дискурса мы должны понемножку отходить. Хотя бы потому, что, может быть, сейчас в некоторых сферах регион может показать определенные позитивные примеры, в частности, касательно именно обеспечения региональной стабильности. Хотя бы потому, что, если взять все постсоветское пространство, если помните 90-е годы, так сказать, Збигнев Бжезинский в своей шахматной доске, многие предсказания там его не сбылись, в том числе по региону. Особенно касательно того, что здесь будет балканизация, некий аналог там афганизации и так далее. То есть это как раз говорит о том, что в целом на постсоветском пространстве Центральная Азия, она более-менее сейчас демонстрирует некий элемент стабильности, пускай пока даже временной, но это пока мере позволяет использовать некие окна возможностей, которые открываются у нас. Здесь, конечно, это всегда повод для каких-то разных сил пытаться влезть и что-то с этого, какую-то свою собственную выгоду поиметь. Это всегда риск такой был и оставался. Плюс, конечно, на фоне войны в Украине вставал тоже вопрос, наметившееся сотрудничество стран региона, вот эти собственные саммиты без никого. Она должна была наполняться каким-то большим содержанием, перестать быть чисто символически такой встречей регион сам по себе, а чем-то более практичным. Но это было сложно делать, когда у ряда стран, там, скажем, есть какие-то проблемы приграничные, плюс еще какие-то вооруженные стычки. Поэтому, мне кажется, здесь много таких факторов, которые, может, тоже поспособствовать тому, что надо вот это завершать, с тем, что потом уже пытаться смотреть на то, что происходит не только внутри региона, а рядом, с тем, чтобы пытаться выстраивать какую-то общую скоординированную позицию. В разгар геополитического шторма, сотрясающего мир к марту 2025 года, урегулирование пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном стал настоящим примером миростроительства. Поэтому в унисон звучат слова поддержки этого решения со стороны абсолютно разных, зачастую враждебных сторон. Международная реакция подчеркивает важность дипломатического решения споров и укрепления регионального сотрудничества. Вот только некоторые из них. Антонио Гутерриш высоко оценил решимость и политическую волю успешного завершения многолетнего переговорного процесса. Мы высоко оцениваем дальновидность и решимость лидеров обоих государств в преодолении препятствий. Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств. Этот договор укрепит устойчивость и стабильность Центральной Азии. Это способствует дальнейшему укреплению мира, стабильности, развития и процветания в регионе. Важным элементом стало соглашение о совместном использовании водных ресурсов, таких как канал Большой Ферганский и река Исфара, что сняло многолетнюю напряженность. Итог – обе страны пожертвовали частью территорий ради мира, открыв путь к торговле и стабильности. Это был компромисс, где потери измерялись не гектарами, а устранением причин для будущих конфликтов. Сіздер айтып кеттіңіз, границаны ГС-ін түшін бөлгендер ошол азыр сындап атышат депчи, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Кээбирлер айтып атышат да ошондой, биз өзүбүздүн жерибизди утуруп жибердик, суу жактан утуруп жибердик, бул бет болчу андай деп айтып атышат да, буларга эмне деп жооп бересиз сиз? Эми бербесе албаса чечилбейт. Бул өзү границаны чечиш, бересин аласың, анан чечилет. Ого чейин чечилбейт да. Сен бербесең, менен бербейм да. Вопрос разрешения приграничных таких проблем – это всегда вопрос договоренности и уступок. А уступки всегда воспринимаются, если полностью их открыто обсуждать, всегда проблематично. И поэтому здесь, скорее всего, да, что стороны уступали, а потом, конечно, когда кто-то пытается подсчитывать, кто сколько как уступил, это всегда становится поводом для таких политических процессов и кидания камней. Мне кажется, если так посмотреть историю разрешения граничных вопросов, я думаю, это вообще в международной практике никогда не бывает безболезненно. И почти никогда. Это всегда полностью выигравшей стороны не бывает, кроме как через войну. А война — это уже потеря для обеих сторон. И для Кыргызстана, наверное, все президенты заранее предвидели, понимали, что будет повторение Узюнгкуш, будет повторение как с Каркарой, будет повторение даже как с Кемпирабадом. С Узбекистаном тоже у нас были очень много споров, и до сих пор остается несогласных людей. Это просто политически абсолютно 100% выиграть невозможно какой-либо власти. Поэтому абсолютно нужно дать должное, что нынешняя власть понимала это и при понимании этого все равно пошла на этот рискованный шаг. Понятно, что любой даже более-менее демократичный лидер, он пытался бы
очень сдержанно выстраивать процессы подачи информации с тем, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы не было противодействия внутри, с тем, чтобы не давать повода какой-то другой стороне, там, скажем, использовать то, что происходит внутри, какое-то противодействие твоим собственным планам и решениям. Поэтому здесь, я думаю, что в целом правильно, что дозированно дается информация. Вопрос в том, насколько дозированно и как это дается. Конечно, на этапы подготовки к переговорам, в ходе переговоров не обязательно все выкладывать, может быть, понемногу, но потом, когда какие-то уже шаги сделаны, наверняка там может наступать уже процесс, когда нужно уже постфактум объяснять. Смотрите, вот было так, мы решили, вот исходя из разных вариантов, выбрать вот это. Вопрос границ между Кыргызстаном и Таджикистаном действительно стоило решать быстрее, и демография тут сыграла не последнюю роль. Население Таджикистана к 2025 году превысило 10 миллионов человек. Этот разрыв усиливал давление на спорные территории, особенно в густонаселенной Ферганской долине. Быстрый рост таджикского населения означал больше людей, нуждающихся в земле, воде и пастбищах, ресурсах, за которыми десятилетиями шли стычки. Цифры показывают, время работало против мира, и медлить было нельзя. Эми Көкташ айылынан ошол азаптан улам көп элдер чыгып кеткен да, туурабы? Бизде эми ошол миграция токтоп да. Менде 4370 халк жашайт эле. 4370 түтүн бар эле. Ана энди 980 кожолук бар. Бүгүнкү күнү 600 кожолук калды. Калганын баары чыгып кетип калды да. Ошо тынчылыктын жоктугунан чыгып кетти. Ана енді шығып кеткенде қандай адамдар шығып кетті? Байлар, пулуарлар шығып кетті. Бүт маңа шоған бей бечара пулу жоқ, емелер қалып кеттік та. Пулуарлар бар мақтаса таулат, жоқ мақтаса чаулат. Вопрос границ у нас висел в воздухе очень слишком долго, и для Кыргызстана время играло негативно против Кыргызстана. Это, конечно, несколько уже, возможно, уж слишком расчетливо и холодно может звучать, но на самом деле демографическая ситуация в Баткене это как раз-таки говорит о том, что пропорционально все меньше и меньше на кыргызской стороне людей и больше на таджикской стороне. Это просто конфликтогенно и не говоря, как бы не в смысле того, что, мол, плохо, что соседи растут в количестве населения, но просто это очень усугубило бы еще больше возможность разрешения этого вопроса. И я бы добавил туда еще и климатический вопрос. Это тоже с каждым годом, с пятилетками усугубляется. Засушливость растет. С пастбищами становится все труднее. И это тоже накладывало бы еще больший налет сложности. Поэтому очень важно было, что мы смогли решить это. Решение вопроса границ – это еще и общая политика в Центральноазиатском регионе. Величественные горы Таджикистана и Кыргызстана – колыбель рек, что питают жизнь Центральной Азии. Но их воды одновременно сокровище и яблоко раздора. Внизу по течению ждут страны, чьи поля могут превратиться в пустыню, без этих капель жизни. Без сотрудничества в этом вопросе Душанбе и Бишкека нас ждут конфликты, иссохшие земли, угасающие экосистемы. А теперь добавьте тающие ледники, неумолимый таймер, тикающий в эпоху перемен климата. Это эпическая сага, где только единство может предотвратить трагедию и подарить региону надежду на будущее. Я вообще считаю, вот если, например, условно, в 50-х годах ядро основы для создания Европейского Союза было объединение угля и стали, в нашем регионе водно-энергетический консорциум мог бы стать такой основой. Это речь не идет о создании регионального союза, нет. Это некая база, основа для более тесной кооперации. То есть можно взять много разных тем, где мы могли бы тесно взаимодействовать, но тема воды это должна быть приоритетом сейчас. Уже появились что-то совместные даже проекты Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан по поводу строительства ГЭС, правильно? В Кыргызстане. Это тоже является довольно интересным моментом, потому что лет 10 назад это было трудно представить. По Рагунской ГЭС, насколько я знаю, Узбекистан тоже предложил взаимодействие с Таджикистаном. То есть, но другая часть проблем, она все равно находится, скажем так, в состоянии попытки куда-то замести под коврик. Это в том числе проблемы, связанные с политическим развитием стран региона. Наши государства без этих двух ресурсов, как электроэнергетика, энергетика в общем и распределение воды, без этих ресурсов не может существовать по отдельности ни одна республика. И в то же время
Вот наши республики, они вот только вот связывает, вот это вот наша республика связывает вот эти вот энергетические взаимоотношения и водные. Когда подписывали значит, межгосударственный документ, там было значит, записано, что будет создана Кыргызско-Таджикская межгосударственная водохозяйственная комиссия, которая будет управлять, делать политику, да, вот, между двумя государствами по вододелению там, и так далее. Но это тоже замечательно. Есть такие вот, ну, такие ресурсы, скажем, да, у государств выше по течению. Это вот как регулирование частоты. Вот. Кроме этого, эти услуги, они продаются, и эти услуги покупают наши братские Казахстан и Узбекистан. Любая энергосистема без регулирования частоты в 50 Гц, она не дееспособна. Вот. А регулируют частоту в основном гидроэлектростанции за счет своих форсунок, оперативно 50, частотой 50 Гц. Предыдущее руководство Кыргызстана избегало активного решения вопросов делимитации границ из-за высоких политических рисков, связанных с общественным недовольством и возможностью использования этих вопросов оппозицией для мобилизации протестов. С течением времени какие-то переговорные позиции могли ухудшаться. Если так посмотреть, попытался бы кто-нибудь там лет через 10 это решать, это была бы другая ситуация, может быть, не самая лучшая в сравнении с нынешней, предположим, для кыргызской стороны. Поэтому с точки зрения своевременности, может быть, настала пора. Может быть, нынешние власти в силу того, насколько жестко они действуют в разных сферах, и для них, может быть, такой наступил карт-бланш, что никто внутри страны особо не будет возмущаться ни по поводу каких вариантов решения этого вопроса. Может быть, как раз-таки они использовали вот эту ситуацию, что при каких-то предыдущих, может быть, президентах это было бы немножко сложнее там. Роль Садыра Джапарова и Камчыбека Ташиева в решении вопроса границ между Кыргызстаном и Таджикистаном была ключевой и решающей. Они, как и лидеры Таджикистана, сыграли важнейшую роль в достижении исторического соглашения о демаркации границы, подписанного 13 марта 2025 года. Садыр Джапаров, как президент Кыргызской республики, выступил главным политическим архитектором урегулирования пограничного вопроса. Его лидерство обеспечило стратегическое направление и политическую волю для завершения многолетних переговоров. Камчыбек Ташиев, глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, был ключевым исполнителем и переговорщиком в процессе урегулирования пограничных споров. Его практическая и оперативная роль дополняла стратегическое руководство президента. Сиз жөн эле тургун эмессиз, ошол элдин, ошол айылдын неформальный, бейформалдуу башчысы катары деле таанышсыз болдук да сиздичи. Анткени ал элге дем берип атасыз, өзүңүз ошол мисал катары коргоп атасыз ошол жерде. Азыр эл кандай кабыл алып атат ошол чечилгенде? Кандай? Эми элдин менениясы жакшы. Себеби заманыбызды тынч кылып, тынчылык болуп, ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдырышаев чечип койду. Границаны. Mesela uruş болду, soğuş болду, тынчылык менен чечилди. Буга биз шүгүр кылышыбыз керек. Банда шүгүр эле кылып, сабыр кылсак бардыгы жакшы болот. Мен дагы эле көп учурда ушу бийликтин эмесине ушул акыйкатты айтып, кээ бир учурда макул болбой да жүргөн адам да. Анан азыркы учурда ошол жана эмелерди ушул чек аранын чечилгендиги бул бүгүн эмес, күн өткөн сайын мунун мааниси өтө маанилүү болот. Ушул окуянын ушундай эмеге жеңишке, же болбосо ушундай жыйынтыкка жетүүдө албетте президенттердин орду чоң. Буга чыныгы саясий эрк менен ушуну жасалды деп ойлойм да. Эгер ар кимиси өзү коркуп эле эртең эмне болуп кетет, да эмне болот, менден кийинкилер чечип алат да деп жүрө берсе, улам бул маселе баягы кооптуу болуп, улам баягы эме болуп кетет эле да. Курчуп кетмек да. Пока планета трещит по швам от войн и кризисов, эти две страны вырвали из рук судьбы шанс на мир. Нерешенные границы в Ферганской долине годами полыхали конфликтами, грозя взорвать весь регион. И когда большие игроки могли разыграть эту карту в своих интересах, Бишкек и Душанбе сказали «нет» хаосу.
Они не только потушили тлеющий фитиль войны, но и открыли путь в торговле, стабильности и, да, надежде. Это не просто делимитация, это вызов мировому беспорядку. Доказательство. Даже в бурю можно строить мосты, а не стены.